Вор лишил пенсионерку 20 тысяч рублей и сотового телефона. В квартиру злоумышленник проник, воспользовавшись невнимательностью хозяйки. На следственном эксперименте он наглядно показывает, где лежали украденные вещи. Так, получается, где у нас что лежало? Деньги лежали, показывай. По данным следствия, пенсионерка в тот день вышла по своим делам на несколько минут, не убедившись, что дверь плотно закрыта. Этим и воспользовался преступник. В этот же вечер мужчина потратил все деньги на продукты питания и алкоголь, а сотовый телефон продал таксисту. Оперативникам удалось установить таксиста, у которого был изъят краденый телефон и возвращен хозяйке, которая уже успела купить новый. Подозреваемый, ранее судимый 20-летний уроженец Алекминского района. Сейчас он находится в следственном изоляторе до установления судом меры пресечения. По словам стражей правопорядка, несмотря на то, что воры в последнее время стали работать более профессионально, главным их оружием по-прежнему остается невнимательность и беспечность самих хозяев квартир. Согласно статистике, каждым третьим преступлением в республике является кража. По данным МВД, раскрываемость таких преступлений ежегодно растет. По итогам 2016 года по республике Саха-Якутия зарегистрировано 380 квартирных краж. Из них 163 зарегистрировано на административной территории города Якутск. Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом на 71% возросло количество раскрытых преступлений по совершению квартирных краж. В 2015 году были раскрыты 204 кражи. По итогам 2016 года их количество составило 295. Как показывает практика, 90% квартирных воров входят именно через дверь. Чтобы не пострадать от рук злоумышленников, полиция рекомендует гражданам обратить внимание на надежность механизма своего дверного замка. Евгений Заборовский, Василий Соловьев. Вести, Якутск.